По республике стартовала череда сельскохозяйственных ярмарок, приуроченных к празднику жертвоприношения. Они организованы Минсельхозом региона. Представлен широкий ассортимент товаров местных производителей. Администрациями городов и районов отведены специализированные территории под создание загонов, где жителям будет реализовываться мелкий и крупный рогатый скот. Диана Дударова приценилась в Сунже. Сельхозярмарка стартовала ровно в 9 утра на сельскохозяйственном рынке Сунжи. Сегодня по-особому шумно. Жители региона готовятся праздновать один из священных праздников мусульман – Курбан-Байрам. На прилавках все только самое свежее и натуральное. Здесь представлена продукция около 100 производителей республики. Овощи, фрукты, мука, мед, вода – все, что особенно востребовано, можно найти в одном месте. Так этот продавец специально выгрузил лук, чтобы покупатели могли спокойно набирать его сами. Не успевают принести очередной мешок, как его разбирают мгновенно. С чем связан такой спрос, покупатели объясняют сами. 30 рублей капусты, 15 хохбы. А базар за 150 возьмешь 5 килограмм. Даже и того нету там. А ярмарки часто посещаете? Каждую субботу я бываю на базаре. И выгоднее здесь закупаться, чем на рынке? Очень. Цены ниже рыночных, в этом убеждают сами предприниматели. Ахмед Измайлов, фермер из Икажева, килограмм кукурузной муки продает за 50 рублей. То есть в 2 раза дешевле, чем в магазинах. За качество продукта ручается. Белую кукурузу сами, выращиваем сами, обрабатываем сами, все делаем сами. Ну какой же праздник без мяса? Главным атрибутом Ид-аль-Адха является заклание животного – барана, коровы, козы или верблюда. Сегодняшняя ярмарка богата разнообразием барашков, разные породы, вес, цвет, форма рожек. Так этот фермер пригнал 150 голов мелкого рогатого скота. Тушинская порода это и грузинская. Мы пригнали из Калининского района село Жумсой. А как вообще вы ухаживали за ними, растили, чем кормили? Мы, когда зимовали здесь, на Кашаре кормили кукурузы, ячменем, овес кормили. А там в горах мы пасем трава зеленая, там пасем до конца октября мы будем там. В преддверии праздников жители всегда переживают, что цены на скотину взлетят. И такая практика часто наблюдалась среди ненасытных предпринимателей. Стоит отметить, что некоторые реализаторы на ярмарке не только не завысили, а намеренно снизили стоимость овец в честь праздничных священных дней. Змахмасхан хамбишин. Я духам хамах. Аз койт прит бретня дикадр, но сатан ди он я хабяка ардяш камяла вот авякама. Возраст животных, идущих на заклание, строго определен. Пока покупатели довольны предложениями фермеров. Очень здоровый, приятный, на вид хороший курбан будет, иншаллах. А по цене как? Доступный. От 9, 10, 15, вот хороший баран. Вообще, что думаете о ярмарках? Выгодно здесь закупаться? Конечно, выгодно. Каждый может выбрать, что хочет. Сельхозярмарка в преддверии праздников Курбан-Байрам проводится ежегодно Минсельхозом региона по поручению главы региона. Участники в большинстве своем сельхозтоваропроизводители, ГУПы, фермеры Ингушетии. Ну, здесь у нас представлено 15 фермерских хозяйств. Там в пределах по 100-150 голов у каждого фермера. Есть и крупнорогатый скот в пределах 30 голов. Тоже по приемлемой цене отпускаемые нашим посетителям. А кто цены контролировал? Это мы контролируем цены, мы доводим до них цены, увеличиваем ценники ниже 30%, чем на рынке. Активное участие в проведении ярмарки принимает не только Минсельхоз региона. Работники ветеринарного управления региона особое внимание уделяют и животным. На всех специализированных площадках для скотины проводится клинический осмотр. Будем проверять, здоровый ли баран или нет. Можно употребить пищу или нет. Также проверяют наличие ветсопроводительных документов у владельцев. За качеством реализуемой другой продукции следят и работники Сунжинской станции по борьбе с болезнями животных. Сегодня наша служба проверяет всю продукцию в плане овощи, фрукты, на наличие нитратов. Сегодня все нормы соответствуют.
Что там со вкусом, уже убеждаются сами потребители. Продегустировать разрешается здесь же у прилавков. Пожалуйста, любой попробуйте, сладкий сон. Попробовать тебя объявить. Хоз китайцы, эти гарас. Маха нормально, это только кацвала. Дики. Если сравнивать с рыночными ценами. Конечно, намного ее. В общем, сегодня довольны все. Покупатели покидают ярмарку с полными сумками, ну а продавцам важно вернуться обратно с пустыми руками, но с полными кошельками. Очень довольна. Продажа хорошая, и потому что, наверное, наш томат хороший, сладкий, вкусный. Курбан-байрам отмечается на 10-й день месяца Зульхиджа. Праздник длится 3 дня. Жертвоприношения можно делать все это время. Принято накрывать праздничные столы, навещать родных, угощать гостей. Мас не дал, гурба, был долдвей, бусу молод садили, он дал, юх мяш вали. Ярмарки, организованные Минсельхозом, продлятся 3 дня. 18 июля она пройдет на рынке изобилия в Малгобеке, 19-го на площадке напротив рынка Магаз. Время работы с 9 до 13 часов. Диана Дударова, Адам Далаков. Новости 24.